Всем привет! Сегодня 8 мая. Мы с Нюткой опять едем в путешествие. Мы сейчас вот на ЖД вокзале. С нами такое приключение интересное произошло. Называется «Вызвать такси». Давай. Опа. Так. Так, поезд уже стоит. Нам сейчас надо найти 7-й вагон. По такси. Мы сейчас прошли досмотр, все это такое. Вот. Как вызывать? Позвонили тетеньке, там, которая Автолига всегда. Ой, поехали. Она такая, я говорю, сколько стоит? Она такая, 230. Я такая, нам на 10:30. Тогда это будет стоить 250. Я говорю, почему 250? Я говорю, через 3 минуты же. Нет, это считается, вы предзаказ делаете. Я звоню. 240, 250 мне казалось. Я такая, ну ладно, думаю, дай-ка я попробую Автолигу или Яндекс.Такси установить. Ну, установила, понажимала, сбросила, думала, Наня, давай оденемся и это опять тетеньке перезвоним. И вызовем такси. Ну ладно, пока одеваемся, телефон. Дын-дын-дын-дын, набираю. Там, вас ожидает Автолига. Я ничего не поняла. Короче, мы приехали на Автолига, хотя их не заказывали, просто искали, выбирали. Продолжается посадка на пассажирский поезд 375 такси Югоркута-Москва. Это наш. Порядковая нумерация вагонов с головы поезда. Ищи места. О, вот наши места. Ну ладно, с окошечком. Хорошо. Так, покажу наши сумки. Мы приехали за полчаса, где-то мы приехали, да? Так что нам еще полчаса ждать. Микунь. Нас встречает солнышко. Нас встречает солнышко.
Ну как, Аня? До Микуни ехалась? Прекрасно. Прекрасно. Кто? Мика. Сухтинское автотранспортное предприятие. Так. Вокзал. Что мы тут видим? Поезд. 9 мая. Л-5218. На вечном покое стоит паровоз, как символ жизни железных дорог. Мы с Анюткой поднялись на мост. Подожди, наш поезд уже уехал? Да, по первому пути. Пустые вагончики. Раз, два свободных, два занятых. Два пути свободных, один занят. Один путь свободный, два заняты. Ой, сколько тут ниток, да? Так, это тоже занят. И этот путь занят. О, лес везут. Наши северные богатства куда-то. Так, тут тоже занят. А вот эти, кажется, свободные нитки, а вдалеке-то везде стоят вон вагоны. Вон стоит. Там стоит. Там бочка стоит. Тут доски лежат. И вот последний путь. Тоже пустые вагоны. Сколько вас много ниток. Аня, смотри. Едет. Как он едет? Где у него паровоз? Где паровоз? Слушай, а как он едет, я не пойму. Там тоже нет паровоза. Не поняла. Посмотри, Ань. Это как это? Паровоза нету, как он едет? ЧП, Аня. Паровоза нету, посмотри. И этого нету, а он едет. Как это? Это ЧП. Так, а как он едет? Это что вообще происходит? Я не понимаю. Это что, нанотехнология? Он что, на магнитной подушке двигается? Это как это происходит? Что это? Я ничего не понимаю. Короче, вагоны сбежали. Раз, два, три, четыре, пять. 5 вагонов сбежало.
Мы очень надеемся, что все под контролем. А вот этот поезд, откуда эти вагончики сбежали, вот он медленно едет, только по другим рельсам. У него тоже нету головы. Видимо, там где-то его толкают. Ну, так, как-то так. Все очень интересно. О, китайские вагоны, посмотри. Где? Вон, иероглифы. А чё? Куда-то в Китай везут что-то наше с севера. Таня, не расстраиваемся, там вот женщина в оранжевом. Поезд. Да, вон она сейчас что-нибудь опять расцепит. Видишь, палкой. Я думаю, что Под контролем, да, мы с Аней очень надеемся. Но очень интересно. Ух, несется-то как! По нашему первому пути. У-ху! Указателем направления. Ой, я забыла. 15, по-моему. 19, да? Нет. Путей. Аня должна была посчитать. Такие дырочки в земле там что-то. О, что мы тут видим? По выче, где плывет катер и тянет баржу. Даже это не баржа, а как будто мост, да? Через речку. Очень похож на мост. Тут что, люди живут? Да. Ой, как слышно, как он тянет. Против течения ему. Плыть-то тяжело. Ой, как птички тут щебечут. Приезжаем в Яринск. Влаги. Солнышко яркое. Сами можете в некотором роде судить, какие средства. Солнышко. Колхоз солнышко. А, тут резинки нету. Как интересно. Тогда идите издалека, я сейчас пойду сверло, пока выкручу оттуда. Что, мимо? Не, не то, что не по этой, что. Так, два. Ух, болото какое. Ой. Третье. Какой-то белый цвет. Крышечка. Так, это у нас четвертое. Так тут целое производство. Пятое, шестое, седьмое. Самая урожайная банка. Кстати, в прошлом году мы из-под снега вот ее и выковыривали. Помните? Да, вот это она и есть. Целая банка. Там больше было? Да. Чисто тень. Ежик зелененький такой. Вот. Ой, такой мягкий. Такой интересный. Ой, смотри, травка растет на нем. Ой, ежик. А там вот еще снега вон сколько много. Сколько. Ох, что мы тут обнаружили? Грибочки. Как подставочка. О, представляешь, Аня, эти грибы прям до конца вон. Вон, выросли, ничего себе.
Ой, а тут не одно такое дерево. Эти грибочки-то. Вот следующее дерево. Тоже грибы. О. И вон. Все в них. Вот это черничник, вот это брусничник, вот это брусничник. А вот это черничник, вот видишь, без листиков. Это вот это черничник. Ой, такие елочки маленькие, молоденькие. Вон целый еловый лес. О, как красиво. Смотри. Ой, ты, господи. Малявки. Малявочки. По чуть-чуть и... А куда ползешь, зараза? Что, банки, короче, никто не считает, да? Мы на настоящем болоте, нам надо перейти на ту сторону. Я вижу, как мы можем перейти. Вот там, видимо, все переходят, вот там вот. 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 Единственная спасательная полоса. Все. Ой, дятел. А, это дерево скрипит. Да, нельзя по сторонам смотреть, потому что начинает сразу крушить. Аня, стой! Разворачивайся. Все, болото тебя дрожит. Дрожь идет. Это я дрожу. Да, по тебе сразу вон видно, по воде. Оп. Ой, знаете, как я соскучилась по снегу? Вот это остаточки. Вот. Ну давай. Ой. О, есть! Мы тут нашли чье-то производство. Такие трубки мощные. Это, конечно, вообще... А чем? Это больше сока льется? Ну да, он какие-то трубища. Но так делать нельзя, потому что мы вот... Результат вот их трубок. Вот такая береза. О! А это так солнце снимать? Да. Или это что? Это вот так сок. Потому что видно, что они тут тоже собирали. Вон гвоздики. Вот гвоздики железные. И вот отсюда вот так все. А нельзя палкой, да? Ой, как пахнет березовым соком. Ты чувствуешь, да? Вот она все так и льется, видишь? О, вот она сырая, видишь? Березовый сок. Пенни. Да. Вот это березовый сок. Так и льется. Бедная березонька. Как эти варвары-то у нас не остановились. Вон они опять. Тоже все полное. Все переполненные, трубки, конечно. И там тоже. Вообще. Смотри, сок уже Вот у них производство. Проволочка. И тут целое это трубище делают. Вообще, конечно. Российской Федерации и Знамя Победы гордо держат в своих руках
Военнослужащие почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка сержант Иван Борчуков. Всем привет! Посмотрели мы парад 9 мая по телевизору. Очень здорово. Из нового то, что были представители разных стран. Очень понравилось. Вот. А сейчас идем на свой парад в Яринске. Улица Красных Партизан. Здравствуйте. Тоже идет сегодня привет. Вот какая красивая машинка. А регион-то все 29. Коми к нам в гости не приехали. Мы представители Республики Коми. Здравствуйте. С праздником. Так, и там вот все в машинах. ДПС. Парк имени Землячки. Дом культуры. Триколор наш. Какая каша в этот раз? Да, это же такая. Перловая. Да, перловка тушенка. Чай будет. Все так же варит, или кто-то другой же? Все уже готовятся. Сейчас будут представления. А сейчас идет пока концерт возле памятника. В тесной квартире под 41-й ночь. Дорогие выпускники, сегодня Внимание! Говорит Москва. были 30 октября 1942 года. Наш долг трудиться здесь, в тылу, с удвоенной силой. На плече твоем до зари лежат. Сколько баб теперь на Большой Руси. Полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск. Привет с фронта. Здравствуй, дорогой браток Коля. Дорогие папа и мама, шлю вам свой боевой и пламенный привет. И прорыв блокады Ленинграда. Твое дитятка, ах, война же ты, распроклятая, над тобой как будто в детстве. В течение 3 мая 1945 года. Товарищи, великий день настал, проклятая война. Это песня о юной планете, у которой все впереди.
Германия полностью разгромлена. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Помнит сердце, не забудет никогда. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком пробежаться по росе. Пол Европы прошагали пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы скоро пропал. Это праздник с днёю на висках. Битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом пропал. Это праздник, ою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы. День победы, день победы. День победы, день победы. Мама, приближали, как могли, этот день победы. Порохом пропал. Это день победы, день победы. Это день победы. Порохом пропал. Это у нас последняя каша. Да, нам повезло. Полевая кухня. Местами поменяемся еще, чтобы разные были фотографии. А что это самое? Столы оттуда-то принесли? А что, мы опять? Да, по разные места. И Вова нас так и звезды хоть закрыла. Что, прям страшно, да? А там даже питание уносили. Может, Лена здесь стоять и встать? Тогда ты иди, возьми Вову тогда. Пойдем в Дом культуры на концерт. Мы пришли в Дворец культуры. Будем смотреть концерт, посвященный Дню Победы. Он начнется в 2 часа через 5 минут. Мама. Папа. Белые березы, небо перепустим Бог, девушку простую, а любовь, Катюша, бережет. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте. Я увижу всю Россию. Мне бы быть звездой, кое-что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой, радоваться вместе рождению дня, хрупкую надежду в душе храня.
У нас еще дома дела. 2158 человек прошло. Туда-обратно. Везде. Нормально. Ой, как хорошо на улице. 2158. Так надо тоже туда-сюда, если ходили. Ну да. Дом культуры, молодцы. Общественная баня с 1963 года функционирует. До сих пор. Так, это здание администрации. Мы купили по мороженому. Как украшено. Солнышко еще так высоко. Улица Братьев Покровских, 19. Администрация. Ну, какой штиль стоит. Бессмертны ваши подвиги, герои. Это кто погиб? Специальная военная операция по Ленскому району. Урдама, 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 Яринск, Лысима, Белопашина, Селиваново, Яринск, Урдама, Сойга, Яринск, поселок Лупья, Лена, Урдама, Яринск, Урдама, Яринск, Лена, Яринск, Лена. Какая хорошая у тебя курточка. Какого попал? Где вы ее брали? Она не спортмастер. Нет, это мы заказывали. Жертвам гражданской войны это 919 год. 1919 год. Покровский, Жданов, Леушев, Симонов, Шарманов, Мингалев. И 6 неизвестных красноармейцев. Вечная память. Памятник жертвам гражданской войны. Так вот. В 1919 году Соборная площадь была выбрана для братской могилы 12 жителей уезда, погибших во время захвата Яринска отрядом белогвардейцев под командованием капитана Орлова. Это вот Соборная площадь. Памятник. Яринск создан в 1384 году. На доме написано 600 лет Яринску. А вот этот дом построен в 1990 году. Один из последних построек кирпичных многоэтажек. Мы в Яринске нашли... Тихо, стоим. Дубайский шоколад. Как коробочка стоит? 500 рублей, и тут 100 грамм. Будем пробовать. Березовый сок по новым технологиям, так что у нас ничего не пропало. Наше производство, вот оно. Дальше. Мама с папой тут старались, пока мы гуляли. Так, у нас сегодня будут шашлык, машлык. Трещит как. Вот такая красота. Так, у нас новая порция. Уже идут сосиски. Какие-то новые мы такие еще не брали никогда. Но уже все готово. Они. Котловские. Котловские, да. Крыла.
мега стильных дам, туры в Амстердам, кофешоп, обои, тики-тики, модный хлам. Еще немного и мечты сбылись. Не здравствуй, красивая жизнь. Еще чуть-чуть и прямо в рай, и жизнь удалась. Все в трудах, все в трудах. Да, Аня капуста. Идет переборка картошки. Самую крупную. Вот сюда ведерышко. А которая поменьше, она пойдет А на можно под семена. колени что-нибудь подложить? Колени. Да. Вон, освободи эту Картошка. хочет сесть на... Так, мы пришли на фильм. В списках не значился. Мы самые первые. Извини, тут свободно? Мини-пиццы. Вкусняшка. Рыбка. Во время нереста. Ну, грей, микроволновки. Я просто думала, она совсем Все со своего огорода, с леса. С реки? С реки. А, и самое главное это, да? Картоха своя. Линулечка нам сейчас покажет, что она тут красиво слепила. Вот эти два. Ну, давай. Капибара и Картун Кэт. Ну, подними их, покажи нам. Кто такие? Это из какого мультика или чего это? Капибару я сама придумала, а Картун Кэт это такой мультяшный монстр. Так, подскажем. Вот столько у нас народу, провожающих. Межок. Станция одна, а машин очень много, потому что здесь приезжают и с Архангельской области, и с Республики Коми. Межок. Ну давайте. Да, вот здесь. Седьмой? Вагон просто переполнен. Там тоже. Все, мы в Ухте. Что-то там столько народу в том вагоне, прямо очередь, что это такое, не пойму. Ухта. Мы вызвали такси. Сейчас будем искать. Время пролетело быстро. Мы дома.